Центральную избирательную комиссию поступило первое заявление от кандидатов в президенты об участии в досрочных выборах. Заявление направил лидер партии «Бүтін Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который идет как самовыдвиженец. Мадумаров сообщил, что партия поддержала его желание выдвигаться кандидатом в качестве самовыдвиженца. Стоит заметить, что это уже третьи выборы президента, в которых он участвует. Основные моменты есть, но, Дили, вы знаете, как только озвучивает Мадумаров, потом столько попугаев появляется. Безусловно, без подготовки ответственный человек никогда не делает такого рода заявления, и не зная, куда идти, он не будет собираться в дорогу. Вы же знаете, не знающий плыть какую гавань, кораблю ни один ветер не будет попутным. Поэтому мы знаем, куда идем, зачем идем, какими силами идем, для чего идем, во имя чего идем. ЦИК напоминает, что до 14 ноября включительно желающие баллотироваться на президентский пост должны сдать заявление. До 6 декабря включительно кандидаты должны подать все необходимые документы и внести залог в размере 1 миллиона сомов. Кроме этого, в Центре избиркоме отметили, что среди необходимых документов является сбор подписей 30 тысяч человек, поддерживающих кандидата. Кандидат должен предоставить все необходимые документы, в том числе справку о том, что у него нет гражданства другой страны, справку о несудимости. Кроме этого, залог в 1 миллион сомов. Еще одна особенность: кандидат. Кроме этого, президент обязан знать кыргызский язык. Более того, качество знаний должно подтвердиться спецкомиссией. По итогам проверки выдается сертификат. Говоря о списках избирателей, 19 ноября в каждом избирательном участке будут вывешены предварительные списки. А 5 января должны быть составлены окончательные списки избирателей. 15 января стартует агиткампания. В целом, сами кандидаты верят, что выборы в президенты пройдут прозрачно. И несмотря на явных лидеров, которые уже есть среди кандидатов, верить в победу необходимо, уверил Адахан Мадумаров. Надежды должны быть реальны. Каждый человек за нее должен бороться. Для того, чтобы построить чистое общество, чистую власть, каждый гражданин должен начать с себя. Вместо нас это никто не сделает. Поэтому общество тоже должно чувствовать ответственность. Отметим, что на данном этапе известно, что среди кандидатов в президенты есть нынешний исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Джапаров. Также в социальных сетях говорят, что к гонке готовится бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов, также Темир Сариев, Эмирбек Бабанов, а также в кулуарах парламента говорят, что кандидатуру на пост главы государства выдвигает и спикер Джохор Кенеша Канат Исаев. Айдон Атбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.